И хотя 8 марта праздник, тем не менее в Международный женский день некоторые из представительниц прекрасного пола не будут отдыхать. Этот день они проведут на службе. Елена Кононова о прекрасных дамах, которые приходят на помощь при чрезвычайных происшествиях. Макияж, маникюр, прическа. Она всегда при параде. Женщина в любой профессии должна оставаться прекрасной. Только вот в нарядном платье на работу нельзя. По уставу не положено. Татьяна Кренинг – диспетчер пожарной службы. Именно она принимает сообщения о пожаре и отправляет личный состав на место происшествия. Принятие звонков, общение с людьми, отправка техники, личного состава на выезд. Сложного-то ничего нету. Самое главное, что четко пошагово следовать. Работа Татьяны Кренинг только на первый взгляд кажется несложной. Иногда бывают такие горячие дни, что из-за стола встать некогда. И если здесь, в 11-й пожарной части, сообщают только о случаях возгорания, то в центральном пункте пожарной связи, где она работала 2,5 года назад, звонили по всякому поводу. Будь то запах газа, заклинившая дверь, кошка на дереве. А иной раз просто кому-то захотелось поговорить по душам. Но бывает, звонят с места аварий. Прям мурашки аж. Я на том конце провода слышала ее голос, как она плачет, я слышала, как она дышит. Я ее пыталась успокаивать также, да, допустим. Говорила, не переживайте так сильно, не это самое, уже все в пути. И пожарные, и спасатели, и скорая, и 002, все-все-все. Приходится быть психологом, и не только для тех, кто обратился за помощью, поддерживает морально и своих коллег, которые ежедневно совершают маленькие и большие подвиги. У наших девушек тоже работа не из простых, они также работают 24 часа в сутки, как и мы, по всем тревогам также собираются. В принципе, работа у них тяжелая тоже, почасовая, можно так сказать. При нахождении в части девушки это наоборот для нас как бы счастье, можно сказать, то что если на пожар куда-нибудь ездим, приезжаем, там иногда подшутить можно, посмеяться, поговорить. На столе у Елены Новоселовой уже стоят тюльпаны. Сотрудники Госпожнадзора еще с утра поздравили коллег. Девушек среди инспекторов только 2, но поблажек для них нет. Свои обязанности они выполняют наравне с мужчинами. Это и бесконечные проверки в организациях по соблюдению пожарной безопасности, и рейды по деревянным домам с печным отоплением, и профилактика, и работа с детьми. В принципе, для нас, для девочек, наверное, сложно правильно распределить время. Потому что уйти с работы вовремя, да, при нашей работе достаточно тяжело. То есть нам приходится задерживаться, что-то читать, во что-то углубляться. Поэтому в этом плане нам помогают наши семьи, наши мужья, которые всегда у нас на подхвате, если что, деток забрать с детского сада. А еще, как и их коллеги-мужчины, представительницы прекрасного пола сдают зачеты по физподготовке. Лейтенант надзорной службы обязан учением по гражданской обороне, лыжи, бег, отжимания и пресс. Хрупкая маленькая Елена смеется. Все это в радость. К физическим нагрузкам привыкли. Иногда во время рейдов за целый день приходится проходить по 12 километров пешком. Но зато рядом с ними всегда есть мужчины-коллеги, которые готовы подставить свое плечо в трудную минуту. Елена Кононова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.